Для нас, членов окружной комсомольской организации, конечно, предметом особой гордости является то, что уже во второй раз мы выдвигаем его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и будем голосовать за его кандидатуру. В рядах нашей комсомольской организации он прошел большую школу жизненного становления. Здесь он вступил в ряды ленинского комсомола. Здесь он работал на комсомольской работе. Сначала первым секретарем Агинского районного комитета комсомола, позднее первым секретарем окружного комитета комсомола. Трудящиеся дважды орденоносного Агинского бурятского автономного округа, как и весь советский народ, готовятся к выдающемуся политическому событию – выборам в Верховный Совет СССР. Они единодушно поддерживают выдвижение кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР руководителей нашей партии и правительства, передовых представителей трудового народа. Пользуясь конституционным правом выдвигать своего депутата в Верховный Совет СССР, они выдвинули на собраниях коллективов колхоза имени Кирова и Орловского горно-обогатительного комбината Цельжапа Сакшибоевича Сактоева. И нет сомнения о том, что за его кандидатуру в день выборов 4 марта наши избиратели проголосуют единогласно. Чем вызвано такое высокое доверие нашему кандидату? Цельжап Сакшибоевич будет избираться на второй срок. Это доверие он завоевал прежде всего своим самоотверженным трудом. Он является представителем плоть от плоти народа. Если говорить о его трудовом пути, то он прошел славный путь труженика, работая механизатором, на комсомольской работе, председателем колхоза. И вот теперь уже несколько лет председателем исполкома окружного совета народных депутатов, все свои силы отдает тому, чтобы экономика, культура округа росла изо дня в день. Нет, не напрасно с таким уважением говорил сейчас о кандидате в депутаты Народного парламента страны первый секретарь Агинского окружкома партии Федор Иванович Филатов. Связь с людьми труда, умение увидеть и успехи, и недочеты, прямо и честно говорить с ними об этом, многое раскрывает в человеке. У нас округ в целом автономный выступил с инициативой. К механизаторам области обратились по своевременной и качественной подготовке техники к весенне-полевым работам. Я должен заметить о том, что в колхозах, совхозах округа дела у нас идут неплохо. И темпы повыше, чем в прошлом году. Вот инициаторы наши, механизаторы колхоза «Коммунизм» Могилевского района выполнили взятые социалистические обязательства. Выполнили 20 января, отремонтировали все трактора, сельскохозяйственные машины, почвообрабатывающие и комбайны. И вслед за ними идут колхоз Кирова и ряд других хозяйств. Но вот у вас, я должен заметить о том, что темп ремонта, в общем-то, выше, чем в прошлом году. Получше справились, подготовили, отремонтировали все почвообрабатывающую технику, посевную технику, так? А вот с ремонтом комбайнов и с ремонтом тракторов у вас еще темпы низкие. Цельмжабу Сакшибоевичу вдвойне не безразличны дела урдуагинских механизаторов, и он всматривается в них по-особому ревниво, ведь здесь когда-то он был председателем колхоза. А этих ребят из комсомольской молодежной овцеводческой бригады «Туя» он узнает только по фамилиям их родителей. Тогда, когда его избрали здесь председателем, здесь и впервые вспыхнул этот луч. Туя — луч по-бурятски. Эти парни и девчата учились в младших классах, а те, кто начинал, не имели чубанского домика, в котором даже паровое отопление есть. И с кормами тогда было потруднее. Но есть в этом новом и твой труд, твое начало.
И за всеми разговорами с молодыми чабанами и их наставницей Цырендулмой Батоевой еще одна проблема. К 1980 году в округе должно быть 1 миллион овец. Должно быть. А это не так-то легко и просто сделать. И хочется самому вглядеться, вникнуть в суть успеха таких опытных овцеводов из Баржигантая, как Николай Мункуев и Цыренжап Бато-Цыренов. Кажется, ведь сам вырос среди этих людей. Сам помнишь из детства, как ходить за отарой, как не спать в сакман, как выхаживать слабого ягненка. Но уже по-иному смотришь на нынешних мастеров овцеводства. Вот Николай Мункуев, до этого все слушавший, о чем говорит директор совхоза Владимир Николаевич Евтушенко, сам произносит коротко: ну что ж, соревноваться, так соревноваться. 143 ягненка от каждой сотни овец и по 6 килограммов шерсти получим от овцы нынче. Вот наше слово. И вздрогнет сердце, потому что почувствуешь, молча почувствуешь, это решение твоего давнего спора с Мункуевым, когда он прибеднялся, а ты говорил, что ему по плечу большие дела. Второй раз выдвигают агенции Цыренжаба Сактоева в Верховный Совет. И как к депутату, за советом и помощью идут к нему земляки. Он умеет слушать, не перебивая, понять не только по словам, по глазам, интонации, жестам, посочувствовать неформально. А если уж пообещает помочь, поможет, как бы это трудно и сложно не было. Сдержать слово – это и есть оправдать доверие избирателей. Так он и считает. Частый гость Цыренжап Сакшыкбоевич в Орловке, в кабинете директора горнообогатительного комбината Александра Алексеевича Селедкова. И о многом идет здесь речь, и о перспективах развития самого комбината и города Горняков. А здесь, у макета новой обогатительной фабрики, невольно задумаешься, каким становится твой край, еще недавно не знавший таких слов, как флотация, карьер, руда. И на карьер председатель окрысполкома, депутат Народного парламента страны и кандидат в депутаты заезжает не напрасно. Отсюда начинается рождение высококачественной отличной щебенки, которая так нужна будущим новостройкам окружного центра. И с особой гордостью воспринимает он, сельский степной человек по рождению, индустриальный размах родного края. И ему не безразлично, кто сядет в будущем за штурвалы белазов и экскаваторов, тракторов и комбайнов. И в Токчинской школе, расположенной, как говорится, в стороне от столбовых дорог, ему особенно ценен государственный взгляд на будущее ее нынешних учеников. А как дорог ему этот оркестр Народной филармонии, который принес на большую сцену музыкальную культуру его народа и не однажды завоевывал звание лауреата многих смотров и фестивалей от Владивостока и до Москвы. А родные мелодии почему-то всегда возвращают в детство. Конечно, не таким, как детство его Оксаны и Салбона, было оно у мальчишки из Жимбиры в 45-м, 46-м, 47-м.
Когда 10-летним увидел первое в жизни яблоко, то решил, что это чудесный золотой шарик, игрушка или украшение. Это когда старший брат Бадажаб прислал посылку из Краснодара. Как объяснить все это им, смене, наследникам дел, славных традиций, всего, что старшие передали в свое время тебе и твоим ровесникам? Чтобы и они знали и понимали, что за это боролся такой славный и замечательный человек, как старейший колхозник из Сах-Юрты, фронтовик и коммунист Дагба Жалсан Чемитов. Наш Церенжаб, когда работал у нас председателем колхоза, показал себя, несмотря на молодость, энергичным, способным, знающим. И его заслуга в том есть, что наш колхоз «Мир» своими добрыми делами стал известен в районе, округе, области. Хочу сказать, что молодость не мешала нашему председателю проявлять и государственную мудрость в делах, и не стесняясь шел он за советом к нам, старикам, а это тоже характеризует человека. Второй раз избираем у нашего Церенжаба Верховный Совет. И от старых коммунистов, ветеранов-фронтовиков, хочу пожелать ему успехов и удач в делах и в жизни. Товарищи члены исполкома, сегодня на исполкоме окружного совета народных депутатов нам надо рассмотреть вопрос о мерах по увеличению производства и продажи мяса, молока и других продуктов животноводства. В связи с этим нам нужно рассмотреть вопрос об организации подхоза Уранайский Орловского горно-обогатительного комбината. Решением тех же проблем, которыми живет страна, живут и агинцы. И об увеличении надоев, о высоких обязательствах лучших доярок округа идет серьезный вдумчивый разговор. А директор горно-обогатительного комбината Александр Алексеевич Селедков рассказывает о планах и размахе дел на нынешний год в комбинатовском подсобном хозяйстве. Не отстать от жизни и в то же время видеть за бегущим днем не только сиюминутное, но и дальние перспективы. И с выходом из рабочего кабинета не кончается для председателя окрысполкома рабочий день. Завтра надо выступить перед школьниками, а сегодня, вчитываясь в пламенные слова Ильича, Церенжаб Сакшыкбоич особенно остро чувствует, как важно ему самому пронести через годы то, что воспитали в нем партия и комсомол, горячую заинтересованность в человеке и его деле, партийную чуткость к его судьбе, жизни, заботам.